Александр Хану, поздравляем вас, всех нас с этим прекрасным днем. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит этот день, 1 марта? Для кого-то это первый день весны, для кого-то другой праздник. Вот для вас именно. Ну, наверное, потому что я учитель, учитель общественных дисциплин и истории. Я прекрасно помню 1995 год, когда решением первого президента была поддержана инициатива тех людей, которые снизу предлагали. Вот у нас такая многонациональная страна, такое огромное количество людей разных этносов. А давайте создадим, чтобы все чувствовали себя комфортно. И когда это решение было принято, и, в общем-то, все эти годы, я стараюсь поддерживать не просто эту инициативу, и не просто популяризировать ее, а мне очень хочется еще и как поэту писать стихи, обращаться к людям и говорить каждому человеку нашей 20-миллионной страны. Вот 1 марта, в день 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, не забудьте сказать «Өлкен рахмет», большое спасибо своим друзьям, своим коллегам, своим соседям. И для меня, как для гражданки нашей великой страны, очень важно осознавать, что вот на планете на сегодняшний день существует 251 страна. С моей точки зрения, я 70 лет живу в Казахстане, с моей точки зрения, самое лучшее, самое мирное, самое дружелюбное, самое понимающее – это наша страна. И не случайно, как только создалась Ассамблея народа Казахстана, ведь из Европы и из Азии тоже приезжало очень много к нам в Казахстан людей, которые интересовались вопросом: а как вы работаете? Каким образом вы делаете так, что все этносы находят понимание друг от друга? Поэтому я вот часто веду встречи с детьми, литературные встречи и тренинги веду по вопросам межэтнической, межконфессиональной толерантности. И я ребятам говорю: вы никогда не задумывались, что на 20 миллионов жителей Казахстана у нас сегодня 121 этнос проживает? Вы когда-нибудь думали, что вместе с казахами, русскими, украинцами, уйгурами есть еще такие этносы, как нивхи, например, табасараны, ульчи? Поэтому что я хочу пожелать всем нашим добрым людям? Я как поэт пишу стихи, и поэтому в этих стихах говорю спасибо стране, в которой произошло все самое лучшее, что могло случиться в моей жизни. Мои учителя, моя работа, моя семья, мои дети, мои ученики. Поэтому, конечно, у меня есть историческая родина, она далеко. Россия, я там родилась, но потом мои родители приехали на Целину сюда. И поэтому, как я иногда себя ощущаю, я и здесь, я и там, и душа то и это приемлет. Я плачу по счетам за двойную любовь к этим землям, за Отечество 2. Жаль, что первое помнит едва ли, а второму слова благодарности в светлой печали. Все в себе я несу, память прошлого давит мне веки, я в российском лесу заблудилась однажды навеки. От России храню запах блинный от печки с заслонкой, никого не виню, что с ней связано ниточкой тонкой. Я давно проросла ковылем в казахстанских просторах. Здесь мои 2 крыла раскрывались ветрами на зорях, а кизячный дымок, звук домбры, проникающий в душу, завяжу в узелок доброй памяти и не разрушу. Я и здесь, я и там, и душа моя пульсом стучится. Берега мои, к вам я лечу перелетную птицей. Вам я хочу пожелать о нашей стране потрясающих успехов. У нее впереди так много удивительных шагов, которым мы будем радоваться и чем можем помогать. Вот сейчас такой момент, не могу не спросить, не попросить вас совет небольшой молодому поколению от вас, как от учителя, как от мамы, от бабушки. Вы очень правильно подняли вопрос. На самом деле сегодня нужно очень много работать. Мы сегодня живем с другим поколением. Это поколение не такое, какое было в мое время, мое поколение. Мы жили по другим законам, по другим принципам. Я хорошо помню, как говорили педагоги: никогда не говори ничего о себе сверххорошего, пусть другие люди тебя похвалят.
Сегодня немножечко по-другому. Психологи настраивают, я не знаю, хорошо это или не очень хорошо, на то, что думай о себе, думай здесь и сейчас. Поэтому, конечно, о себе надо думать, но сегодняшнее поколение, оно нацелено на то, чтобы получить и от страны, и от жизни здесь и сейчас. А нужно еще и свою силу вложить, и свои знания, и умения. Я хочу сказать, поколение у нас прекрасное. Я как учитель не вижу разницы вот в нравственном плане между теми, кто раньше жил, и сейчас. Но только нужно постоянно работать, делать какие-то подсказки, которые позволят сохранять традиции, сохранить обычаи, сохранить нравственные принципы. Я благодарна судьбе, что у меня много литературных встреч, и я встречаюсь с ребятами, разговариваю, и я вижу их глаза, и я понимаю, что у нас прекрасное поколение, но оно должно чему-то еще научиться, еще для того, чтобы передать это своим детям. То есть можно их немножко подучить? Немножечко, Да, может быть, да. корректировать, да. Для этого хорошо бы, если бы молодое поколение углубилось в историю. История Казахстана потрясающая, она интересная. Хорошо бы, если бы на сегодняшний день молодое поколение не просто спешило куда-то в будущее, но и, оглядываясь по сторонам, видело, какие великолепные традиции есть в стране, которые надо сохранить. Спасибо большое. С праздником еще раз. Спасибо. Сізге үлкен рахмет за то, что вы есть. Спасибо. С праздником. Спасибо.